Дорогие братья и сестры, исполненные великой радостью и желая эту пасхальную радость разделить с вами, от чистого сердца поздравляю вас, дорогие мои якутяне, с праздником светлого Христова воскресения. Христос воскресе! Торжествует и радуется православная церковь, празднуя светлый день воскресения из мертвых Господа Иисуса Христа, который дал нам залог спасения и бессмертия, открыл путь в Царство Небесное, где торжествует любовь, правда и мир. Мы живем надеждой, что Господь воскресший воскресит и нас силою Своею, как пишет апостол Павел. Воскресение Христова сделало для нас смерть сном, и страх смерти претворило в надежду вечной жизни. Мы счастливы, что евангельская весть о воскресении Христовом, пройдя через столетия, дошла до нашего времени и стала источником нашей веры и нашей благочестивой жизни. Сегодня, как и в далеком прошлом, по всей планете в эту пасхальную ночь вновь по милости Божией прозвучит вечно живое и завораживающее душу песнопение «Христос воскресе из мертвых». Эта церковная песнь зовет нас к бодрому настроению в Господе, зовет к вечной жизни, к честному труду, к всепрощающей любви, к твердому стоянию за веру православную, за Церковь Христову, укрепляет нашу надежду и дает силы терпеливо продолжать наше свидетельство перед миром. Дорогие мои, в страшные дни Страстной недели даже самые близкие оставили Иисуса Христа, но Он никогда никого не покидает. В течение всей земной жизни мы не являемся одинокими. Рядом с нами всегда идет сам Господь. Он идет рядом с нами и в горе, и в радости, и учит, чтобы и мы шли рядом с другими по Его примеру и в скорби, и в радости. Всем нам надо стараться беречь веру православную и твердо стоять за нее, а для этого нужно иметь большое терпение. Христос говорит: «Терпением вашим спасайте души ваши. Претерпевший же до конца, тот спасется». Вся история Святой Церкви – это путь терпения, которым прошли святые угодники Божии, терпевшие тяжкие муки, преследования, гонения, пагубные ереси и расколы, ложь и клевету, безбожное озлобление и смерть. Живой верой они побеждали все зло мира сего, и эта победа давала им залог вечной жизни с Господом нашим Иисусом Христом. Святой апостол Павел дает такой совет нам: «Только живите достойно благовествования Христова. Суть же благовестия в любви к Богу, любви к ближнему, в обретении того состояния, которое именуется Царством Божиим. Путь к этому нелегок, но в конце нас ожидает пасхальная радость, переполняющая наши сердца, такая, как сегодня». Радость – это состояние, которым хочется поделиться, чтобы и все окружающие испытали его. Святые отцы говорят, что радующееся сердце никому не может пожелать быть вдали и уже тем паче быть отлученным от Бога, источника радости. В прошедшем году произошло немало событий, противоположных радости. Однако мы, христиане, не должны унывать и печалиться, а призваны всячески помогать тем, кто в беде, дабы их сердца наполнялись светом от того, что они не одиноки в постигших их скорбях. Этот год стал для братьев наших на Украине годом бед и страданий. Но я испытываю удовлетворение, что многие верующие Якутии приняли участие в программе по оказанию помощи мирным людям, которых коснулась трагедия междоусобной брани, и в других социально значимых акциях и в делах милосердия. Это настоящее христианское делание, свидетельствующее, что православие в Якутии пустило глубокие корни в сердцах людей, дав плод – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Пусть укрепит нас радость о воскресшем Христе, чтобы мы могли терпеливо переносить всевозможные трудности нашей жизни и быть примером примирения и согласия и любви для всех людей, которые общаются с нами. В этот святой день поздравляю вас, возлюбленная паства,
со светлым праздником Христова воскресения. От всей души желаю всем в добром здравии провести эти пасхальные дни, чтобы радость о воскресшем Господе всегда наполняла ваши души и сердца. Всемогущая благодать Христа Спасителя да будет со всеми вами, чтобы в единстве веры и братской любви вечно славилось среди нашего боголюбивого народа пресвятое имя воскресшего Господа Иисуса Христа. Христос воскресе, воистину воскресе!